Здравствуйте! В эфире вашего канала НТС. Итоговый выпуск новостей этого вторника. В студии работают Манас Айджигитов и Айджан Казакбаева. И в начале анонс главных событий, произошедших сегодня. СНГ должно взаимодействовать с ЕАЭС. Главный итог саммита премьер-министров Содружества в Бишкеке. Подписано 17 документов, среди них соглашения в сфере госзакупок, энергетики, образования и здравоохранения. Кто ответит за покалеченное здоровье граждан? Медики продолжают бороться за жизнь 6 пострадавших от вчерашних взрывов в газонакопительной станции в Бишкеке. По факту ЧП заведено уголовное дело. Кому выгодно упразднить наркоконтроль? Депутаты пытаются разобраться в вопросе возможной ликвидации ГСКН и передачи его функций МВД. Несколько лет назад такое уже было. Борцы с наркоторговлей призывают не трогать их ведомство. Нескончаемые проблемы отечественных хлопкоробов. В этом году ожидается урожай хлопка с большим избытком. Фермеры опасаются, что цены упадут и уже начали считать убытки. Наш репортаж из Ожской области. А теперь все по порядку и начнем, разумеется, с заседания глав правительств СНГ. Сегодня Бишкек принимал юбилейный 25-й саммит премьер-министров Содружества. В нем приняли участие практически главы Кабминов всех государств организации. 4 страны были представлены вице-премьерами. Председательствовал на заседании премьер-министр Кыргызстана. Отметим, нынешний саммит прошел под девизом необходимости реформирования СНГ. В частности, было сделано заявление, что Содружество независимых государств теперь плотно должно взаимодействовать с Евразийским экономическим союзом. Участники саммита сегодня обсудили обширный спектр вопросов. По итогам переговоров подписаны 17 документов о сотрудничестве в ряде отраслей. Наиболее важными стали проект протокола между государствами Содружества о правилах и процедурах регулирования госзакупок, соглашение в сфере энергетики, документы о взаимодействии в образовании, здравоохранении и в аграрном секторе. Что касается вопроса преобразования СНГ, премьер-министры договорились, что вернутся к этому вопросу во время встречи глав государств осенью этого года. Саммит президентов стран СНГ в этом году также пройдет в Бишкеке. Все подробности расскажет Игорь Потанин. На встречу глав правительств стран СНГ съехались на этот раз не все премьер-министры. Узбекистан, Азербайджан, Туркменистан и Армению представляли вице-премьеры. Украина, которую, как ожидали, будет представлять посол, своих людей не делегировала. Но и этим кругом, как отметили участники, удалось обсудить многие важные для региона вопросы. Было уделено внимание широкому спектру сотрудничества в рамках организации, в том числе в сфере экономики, промышленности, энергетики, инноваций и здравоохранения. Более трети внесенных в повестку дня нашего заседания документов нацелены на дальнейшее расширение и углубление гуманитарного сотрудничества. Принят протокол между государствами, участниками договора о зоне свободной торговли, одобрены концептуальные документы противодействия алкоголическим заболеваниям, профилактике и лечению сахарного диабета. Одной из главных тем дискуссии стали экономические проблемы стран-участниц. Кыргызстан настаивает на том, чтобы укрепить взаимодействие межгосударственных блоков в борьбе с кризисом. Главы правительств этот вопрос поддержали. Предварительные договоренности есть, осталось согласовать на уровне лидеров стран СНГ. Мы считаем необходимым укрепление торгово-экономического взаимодействия стран СНГ и Евразийского экономического союза. Считаем возможным рассмотреть введение в перспективе полномасштабного режима свободной торговли между двумя интеграционными объединениями, который будет способствовать укреплению конкурентоспособности наших стран, особенно в период экономических трудностей. Кроме того, в условиях изменения мирового порядка и возникновения новых трансграничных вызовов и угроз возрастает взаимозависимость государств, которые нацеливают нас на совместную работу в формате СНГ по многим направлениям. На уровне глав государств вопрос будет рассмотрен 16 сентября. Юбилейный саммит президентов Содружества независимых государств также состоится у нас в Бишкеке. В ходе этой встречи, как ожидается, будет обсужден и дальнейший формат работы организации. Это естественный процесс для любой международной организации. Вы знаете о том, что на протяжении уже 70-летия существования Организации Объединенных Наций постоянно идут дискуссии о внесении тех или иных новаций, об изменении устава СНГ. Такие же дискуссии идут в рамках ОБСЕ. И мы рассматриваем вполне логичным желание и Республики Казахстан, и оно поддержано другими государствами,
привносить новации в деятельность СНГ. Насколько эффективны окажутся замыслы глав правительств, определят в конце года. Следующая встреча на уровне премьер-министров стран СНГ состоится в Минске, уже после президентских переговоров. Игорь Потанин, Александр Симонов, НТС. О необходимости реформирования СНГ сегодня речь шла и на встрече президента Кыргызстана с главами делегаций стран Содружества. Отметим, эта встреча прошла до начала саммита в госрезиденции Ала-Арча. Алмазбек Атамбаев отметил, что наша страна в вопросах реформирования выступает за сбалансированный и прагматичный подход. Глава государства выразил надежду, что в ходе их обсуждения в Бишкеке и в последующих саммитах будет найдено решение, которое устроит все страны и позволит прийти к всестороннему взаимопониманию. Кыргызстан поддержал предложение о необходимости трансформации организации и проведения реформ отраслевых органов СНГ, но при этом мы поддерживаемся такого сбалансированного подхода и прагматичного подхода к вопросам реформирования, чтобы не переборщить. Я думаю, что сегодняшнее ваше заседание – это как раз одна из тех площадок дискуссионных, на которых вот такой подход, взаимоприемлемый для всех сторон, он будет найден. Отметим, на этом международные встречи в Бишкеке не закончились. После саммита глав правительств СНГ в резиденции Ала-Арча начались межправительственные переговоры между премьер-министрами Кыргызстана и Казахстана. Заседание межправкомиссии закончилось полчаса назад, о его итогах мы подробно расскажем завтра. Медики продолжают бороться за жизни пострадавших от вчерашнего взрыва газа на одной из частных станций в Бишкеке. Состояние 6 человек остается крайне тяжелым. В основном у них глубокие ожоги почти 100% тела. Медики просят оказать им помощь с лекарствами и донорской кровью. Как пояснили в Минздраве, все необходимое в больнице имеется, но для таких тяжелых ожоговых больных, которым потребуется длительное лечение, ничего не будет лишним. Авария, отметим, случилась накануне в столице на улице Фучика. На частной территории проводились работы по перекачке газа из одной машины в другую. Известно, что взорвался газовоз. Затем сгорели 2 газонакопительные станции и 3 фуры, на которые перекинулся огонь. На месте происшествия работали пожарные и врачи станции скорой помощи. Всего были госпитализированы 11 человек. По предварительным данным, причина случившегося – несоблюдение правил безопасности. Вчера на улице Фучика на автостоянке для грузоперевозящих машин произошел взрыв газовоза. Огонь уничтожил стоящие рядом 2 автогазонаполнительные станции и 3 фуры. Клубы черного дыма было видно далеко от места происшествия. С огнем боролись 4 пожарных расчета и 2 водовоза. Очаг возгорания удалось локализовать примерно через час. Причина пожара пока выясняется. По предварительным данным, возгорание могло вспыхнуть из-за простого несоблюдения техники безопасности. Да, был нарушен процесс перекачки. Нарушен был процесс перекачки с одной автомашины в другую автомашину. Мы так предполагаем, потому что сейчас мы пожар потушили, посмотрели, делали осмотр места происшествия, и там видно, что стоит насос, который занимается перекачкой. Ну, видимо, перекачивали, и произошла утечка, искра, возгорание, и произошел как раз таки хлопок, взрыв. По чьей-то халатности пострадали 11 человек. Среди них подросток 12 лет, отравившийся угарным газом, и пожарный, который при тушении упал и повредил несколько ребер. Состояние 6 пострадавших крайне тяжелое. С глубокими ожогами от 85 до 100% поверхности тела они находятся в реанимации научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии. Состояние 3 тяжелое, как говорят врачи, но стабильное. Для лечения пострадавших во вчерашнем происшествии необходимы дорогостоящие препараты. Мы нуждаемся в большом количестве доноров, донорской крови, препараты из крови, белки, плазмы, а также в большом количестве медикаментов. Поэтому мы сейчас повесим на Facebook, оттуда можете получить всю информацию и не денежное выражение, а вот именно сами люди пусть лучше покупают и нам передадут, мы полностью используем нашим пациентам. Как говорят в Госэкотехинспекции, хозяин объекта по улице Фучика пока не найден. Из-за отсутствия документов, объясняют там, невозможно установить, зарегистрирован этот объект или нет. Сколько их всего в Бишкеке, там сказать тоже не могут. Объяснение у ведомства одно. По закону рейды проводятся только по согласованию с Минэкономом. Предписание. Она сейчас в Министерстве экономики на согласовании на внеплановые проверки. Вот. Значит, плановую проверку при сборе нашей всей информации мы можем провести только лишь в 4-м квартале 2016 года. Ибо, как
в смысле, проверки планируются за квартал до этого. Подаются сведения, и там нам, естественно, согласовывают, не согласовывают проверку. Значит, сейчас у нас надежда, чтобы у нас этого не повторялось, это чтобы нам Минэконом согласовал проверки внеплановые. Отметим, на территории этого частного предприятия пожар произошел не в первый раз. В феврале этого года там загорелась 40-тонная машина, привозящая бензин. В цистерне находилось примерно 4 тонны топлива. По счастливой случайности жертв тогда удалось избежать. Что касается пострадавших вчерашнего ЧП, то заведено уголовное дело. В ходе следствия, как сообщается, будет установлено, кто будет нести ответственность и кто будет платить компенсацию пострадавшим за увечья в результате взрыва. Анастасия Соболева, Алтынбек Каныбекулу, НТС. Сегодня в Бишкеке загорелся еще один большегрузный автомобиль. ЧП случилось на объездной трассе в районе ГЭС-5. На этот раз, к счастью, обошлось без жертв. Как стало известно, фура, которая прибыла в Бишкек из Иссык-Кульской области, загорелась на ходу. Водитель заметил задымление под капотом машины, которое резко переросло в возгорание. На место была вызвана бригада противопожарной службы. Известно, что кабина машины практически полностью сгорела. В грузовом отделении находились пластиковые бутылки. Упразднить государственную службу по контролю за наркотиками и передать ее полномочия Министерству внутренних дел. Информация об этом в кулуарах правительства породила массу всевозможных слухов и домыслов, начиная от того, что идет обычная реструктуризация правительства, и заканчивая тем, что кто-то заинтересован в ослаблении противодействия наркоторговле. Сегодня, отметив, в здании службы прошло выездное заседание профильного комитета парламента. В официальной повестке значился отчет ГСКН о своей работе. Впрочем, наблюдатели считают, что депутаты решили воочию убедиться в необходимости этой службы. Более подробно тему продолжит Екатерина Ступкина. Целью выездного заседания комитета Джугурку-Кенеша по правопорядку и борьбе с преступностью было ознакомление с деятельностью ГСКН и проведение анализа состояния законодательной базы по противодействию незаконному обороту наркотиков. Именно так значилось в повестке дня. Однако в самой службе к визиту депутатов отнеслись настороженно. Ведь в ведомстве уже давно ходят слухи о том, что в правительстве ГСКН хотят упразднить, а ее полномочия передать Министерству внутренних дел. Хроматограф с масляным детектором. Этот прибор нам позволяет определить качественный состав исследуемых веществ. Чтобы показать эффективность службы, ее руководство провело членам комиссии ознакомительную экскурсию в здании ведомства. Депутатам показали лабораторию с современным оборудованием, камеры временного содержания и спортзал, в котором сотрудники сдают необходимые нормативы, а также привели статистику. Так, за 6 лет службы по контролю наркотиков было изъято около 59 тонн наркотических и психотропных средств и прекурсоров. Когда я работал в МВД, думал, ГСКН не нужна. Мне казалось, что она выполняет те же задачи, что и МВД при задержании наркопреступников. Но когда я ознакомился с работой изнутри, понял, что сотрудники ГСКН выполняют другие функции. Чтобы эффективно бороться с наркоторговлей, нужно отдельное профильное ведомство. Ни по одному делу, возбужденному ГСКН, суд не выносил оправдательного решения. Мы очень серьезно прорабатываем вопрос перед задержанием преступников. Всего же через нашу страну проходит примерно 35% так называемого афганского наркотрафика. Лишь 15 из них удается изъять. Сейчас, по словам экспертов, происходит передел наркорынка. На первый план выходят спайсы, экстази, метамфетамины. Появляются новые виды наркотиков. В ГСКН по этому поводу уже начали работу. Приглашают экспертов, ищут информацию, готовят врачей и лаборантов. В МВД же привыкли бороться лишь с наиболее известными наркотическими веществами. Потому, упразднив профильную службу, велик риск, что количество употребляющих смертельные новинки возрастет. Очень важная функция ГСКН, и она может потеряться в системе МВД, это борьба вообще с наркотрафиком. Поскольку, насколько мы знаем, в МВД нету этой функции взаимодействия с другими государствами в этой области. При передаче МВД, что функция такая, как надсмотр, контроль за законным оборотом наркотиков, за государственной политикой в этой области, может просто потеряться. Кроме того, стоит вспомнить, что профилирующий орган по контролю за наркотиками в 2009 году, это был АКН, уже был однажды упразднен при Курманбеке Бакиеве. В экспертной среде говорили, что его брат Джаныбек Бакиев контролировал тогда местный наркотрафик. Однако прямых доказательств тому не найдено. По словам эксперта Александра Зеличенко, упразднили тогда и управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, открыв тем самым угодным людям свободный транзит запрещенных веществ через страну. Делалось все для того, чтобы
систему вообще контроля за наркотиками, ее вообще, так сказать, упразднить в Кыргызстане. Кыргызстан не должен контролировать наркотики. Примерно вот так. Вот такой слоган, да? Под этим слоганом все это делалось тогда. Ну, грандиозный ущерб был нанесен, конечно, грандиозный. Потом пришлось восстанавливаться очень долго, сложно, с нуля начиная. За это время, когда не действует контроль, действует противоположная сторона. И им это очень выгодно, когда, так сказать, бессилие государства по отношению к ним. Кроме того, предложение упразднить ГСКН эксперты связывают с ликвидацией в соседней России Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Мол, отличный способ сэкономить бюджет, невзирая на то, что большую часть средств предоставляют доноры. Помощь эту, уверены эксперты, страна потеряет, как только наркополитикой будет заниматься МВД, потому как огромные средства направлены на поддержку проверенных партнеров. А рисковать международные организации не станут. Члены комиссии, выслушав позиции всех присутствующих, несмотря на то, что это пока только слухи, предложили направить письмо в поддержку службы в правительство. Екатерина Ступкина, Владимир Кулбалдиев, НТС. Медаль обязательно найдет своего героя. В нашей республике каждый, кто достигнет выдающихся успехов на своем поприще, получит по заслугам. Но только в закон о госнаградах все-таки, как посчитали некоторые депутаты, требуется внести небольшие поправки. Главная из них продолжает оставаться темой бурных дискуссий. Речь идет о предложении не присуждать орден Баатыр-Эне матери, у которой хотя бы один ребенок осужден за тяжкое преступление. Инициаторы объяснили это тем, что при рассмотрении заявок немало родительниц, у которых не один, а по двое-трое детей отбывают наказание. Однако большинство депутатов подчеркнули, что матери, родившие и вырастив, не несут ответственность за ошибки их совершеннолетних детей. Отличившиеся определенными заслугами перед Отечеством граждане и впредь будут награждаться орденами и денежными вознаграждениями. Однако в закон, предусматривающий порядок их присуждения, вносятся изменения. Речь идет о 4 наградах, которые остаются как и прежде. Манас, Курманджан Датка, Данакер, Баатыр-Эне. Однако Манас отныне не будет делиться на степени, а вместо различных наград по отраслям будет единое звание – заслуженный деятель КР. Сохранить предлагается лишь звание народный писатель, народный поэт, народный художник и народный артист Кыргызской республики. Возражение вызвала почти у всех депутатов лишь одна норма – о том, что многодетная мать не может быть награждена орденом в том случае, если кто-либо из ее детей осужден за совершение тяжкого преступления. Мать не должна отвечать за поступки детей. Ни одна мать не будет воспитывать преступника. То есть нет ни единой вины матери в том, что ребенок ее потом пойдет своим путем. По мнению депутатов, мать не может всю жизнь контролировать своих детей, и ответственность за них она несет до исполнения им 18 лет. Однако, по словам докладчика и одного из разработчиков поправок в редакцию закона, Асель Кудурановой, включить такую меру им пришлось по опыту рассмотрения заявок матерей на получение награды Баатыр-Эне. У нас вот возникла такая необходимость, что все равно какое-то ограничение надо, потому что как мы можем наградить маму, у которой 3 детей осуждены, да? Либо 2 детей. То есть вот это вот был очень спорный такой момент, поэтому вот мы об этом долго говорили и вот пришли к такому, что за умышленные тяжкие преступления, умышленные особо тяжкие преступления. Возражать депутаты не то чтобы не стали, они пытались разобраться, кому в таком случае награда все-таки полагается и в чем заключается заслуга, а также что, кроме самого звания, она дает этой женщине, родившей 6 и более детей. Пенсияга чыккан Баатыр-Энелерге 1000 сом кошумча надбавка мыйзам менен киргизгенбиз да. Бүгүнкү күндө К нам поступало множество заявлений от матерей-героинь. Так вот, важно определить, за что в итоге они получили эту награду. Они ведь сумели родить 7 детей, воспитали их, и те ушли из дома. Стали мигрантами, к примеру, и уехали хоть в Россию, хоть в США, и там совершили преступление. Но при чем тут матери, они-то сделали свое дело? Почему мы ущемляем их права? К тому же указом закреплено, что матери-героини сегодня получают 1000 сомов надбавки к пенсии. Но эту 1000 нужно платить тем, кто сейчас воспитывает этих детей после 35 лет. Им надбавка нужнее, чем пенсионерам, у которых 7 взрослых детей.
Но бюджет не в силах выплачивать надбавки ежемесячно всем награжденным. В 2014 году 283 миллиона сомов было выплачено на эти выплаты для 3000 человек. Из-за нехватки средств в 2015 году было решено сделать выплаты единовременными. 200 расчетных показателей заслуженным деятелям, а прибавку к пенсии при наличии ордена исключить. Обладателям ордена Баатыр Эне, мать-героиня Эне Данкы, многодетная мать, по 50 расчетных показателей. Но при этом прибавка к пенсии сохраняется. Алексей Немашкал, Елена Яковлева, Бакыт Кошалиев, НТС. К новостям аграрного сектора. На юге страны фермеры опасаются возможного переизбытка урожая хлопка, соответственно, рисков остаться с убытками. Дело в том, что в этом году посевы хлопчатника заметно увеличились. Большинство земледельцев, воодушевленные прошлогодней ценой на выращенный хлопок-сырец, отдали предпочтение посевам именно этой культуре. Теперь они надеются, что осенью ситуация с ценами не изменится. Впрочем, местным фермерам сейчас хватает и других проблем. Главная из них – это нехватка поливной воды. Хлопчатник, как известно, любит влагу. Чтобы получить хороший урожай, поливать его нужно без перебоев. Существующие ирригационные системы, по словам земледельцев, перед началом сезона не были приведены в нормальное рабочее состояние. В итоге хлопкоробы уже считают свои убытки. Гульджана Тамышбаева расскажет подробнее. Площади посевов хлопчатника в этом сезоне в Волжской области заметно увеличились. В прошлом году этой культурой было засеяно более 4000 гектаров. В этом на 2100 гектаров больше. Большинство фермеров перешли на хлопок из-за цены на выращенный урожай. Если позапрошлом сезоне за килограмм хлопка-сырца давали 20 сомов, то в прошлом цена была от 41 до 43 сомов. Разумеется, этот фактор повлиял на решение фермеров, чем сеять свои земельные наделы. В прошлом году и урожай был хороший, и цена подороже по сравнению с другими сельхозкультурами. А в этом году уже весной мы столкнулись с трудностями. Погода дождливая, наемных рабочих не хватает. За день за их услуги мы платим по 400 сомов, плюс обед. Деньги большие тратим, и поэтому надеемся, что цена не упадет. Как, например, это было в позапрошлом году. Тогда мы продавали хлопок по 25 сомов. Удобрения, ядохимикаты и аренда сельхозтехники. У фермеров затраты большие. Но и помимо финансовых расходов земледельцам создает трудности нехватка поливной воды. Хлопок нужно поливать как минимум раз 5, но из-за дефицита воды большинство полей не получают влагу в необходимом количестве. Сейчас самая главная проблема – это вода. Ведь без нее об урожае можно и не мечтать. Я всю ночь ждал очереди и только направил воду в сторону своего поля. Пока дошел до своего участка, ее уже кто-то успел переправить. Хлопок засохнет, и все, считай, пропал урожай. А до нижних сел вода вообще не доходит. Фермеры воюют друг с другом из-за воды. Чтобы решить проблему поливной воды, необходимо строить альтернативные ирригационные каналы. Весенние очистительные работы на имеющихся каналах велись плохо, отмечают фермеры, хотя деньги они платят регулярно. То, что в этом году стало больше посевов хлопчатника, волнует и другой вопрос. Не будет ли переизбытка урожая, как это было в этом сезоне, например, с овощными культурами? К тому же цену белого золота устанавливает Ливерпульская биржа. Наши фермеры свой урожай сдают в местные заводы. На территории Карасуйского района их 5. Они перерабатывают и затем хлопок экспортируют в Россию, Турцию и Китай. В этом году в Волжской области площадь посевов хлопка составила почти 7000 гектаров, а в Джалабадской области более 10 тысяч гектаров. В основном фермеры выращивают китайский сорт хлопка, который из 1 гектара дает урожай до 35 центнеров. Итого Южный регион в этом году ожидает получить примерно 600 тысяч центнеров белого золота. Гульджана Алтмышбаева, Бекджан Токтусунов, НТС, Волжская область. И вновь о ситуации в казахстанском городе Актобе. Число уничтоженных террористов достигло 13 человек. Розыск еще 7, как сообщается, продолжается. Обстановка в городе, по данным МВД Казахстана, стабильная. Однако объявленный режим антитеррористической операции все еще сохраняется. Силовики несут службу в усиленном режиме. Выезды и въезды из города перекрыты, проводится проверка документов. Весь Казахстан на 40 дней переведен на желтый уровень опасности. Жители просят обращать внимание на бесхозные предметы и не прикасаться к подозрительным вещам. Отнестись с пониманием к действиям сотрудников правоохранительных органов при проверке документов и оказывать им посильное содействие. Тем временем СМИ сообщают, что в Актобе со вчерашнего дня наблюдается ажиотаж.
Напуганные жители массово скупают хлеб и муку. Напомню, в минувшее воскресенье в Актобе группа неизвестных мужчин совершила серию нападений на оружейные магазины и военную часть. В ходе перестрелки пострадали десятки человек. Террористы убили 3 военных и 3 мирных граждан. Накануне СМИ сообщили, что за нападение ответственность на себя взяла некая организация под названием «Армия освобождения Казахстана». Тем временем в Турции сегодня вновь прогремел взрыв. Погибли 11 человек, около 40 получили ранения. В Стамбуле, как сообщается, взрыв произошел неподалеку от автобусной остановки. По предварительным данным, это теракт. Целью нападавших мог быть полицейский автобус. На место ЧП прибыло несколько бригад скорой помощи. Отметим, количество терактов в Стамбуле в последнее время резко возросло. Последний подобный случай произошел в середине мая. Тогда бомба взорвалась под путепроводом в районе Малтепе. За несколько дней до того в городе взорвался заминированный автомобиль. Пострадали 8 человек, среди которых было 5 военных. К заокеанским новостям в США вслед за Дональдом Трампом необходимое число голосов для выдвижения в президенты набрала и Хиллари Клинтон. На предстоящем общенациональном съезде Демократической партии она заручилась поддержкой достаточного количества делегатов. Как отмечается у соперника Клинтон, сенатора от Вермонта Барни Сэндерса, уже нет такой возможности. Ранее отметим, бывший госсекретарь США отказалась участвовать в последних теледебатах с Сандерсом, решив бросить все силы на борьбу с фактическим кандидатом от республиканцев, миллиардером Дональдом Трампом. Сенатор выразил сожаление по поводу решения Клинтон, посоветовав конкурентке не быть столь уверенной в своей безоговорочной победе. Напомним, выборы американского президента должны состояться 8 ноября. Если в них победит Хиллари Клинтон, это будет первая женщина-президент. К тому же женщина, муж которой был президентом США. В похоронной процессии по случаю прощания с Мохаммедом Али примут участие голливудские актеры, политики и титулованные спортсмены. Как пишут западные СМИ, в числе тех, кто понесет гроб со всемирно известным боксером, кроме его родных и близких, будут Леннокс Льюис и Уилл Смит. Последний, отметим, сыграл роль Али в одноименном фильме режиссера Майкла Манна. Напомню, Мохаммед Али умер на больничной койке в результате септического шока из-за проблем с легкими. Прощание с легендой мирового бокса пройдет в городе Луисвилл, штата Кентукки. Трехкратный чемпион мира в тяжелом весе, пятикратный обладатель звания «Боксер года» Мохаммед Али неоднократно признавался лучшим в 70-х годах 20 века. Похороны великого спортсмена предположительно будут транслироваться в прямом эфире в эту пятницу, 10 июня. И в конце о погоде в нашей стране. Кыргызгидромет распространил штормовое предупреждение. С 7 по 8 июня в связи с обильными дождями на реках ожидается подъем уровня воды. В горных и предгорных районах существует большая опасность схода селей. По данным метеорологов, погода в ближайшие дни будет переменчивая. Возможно, локальные ветра и небольшое понижение температуры. В Министерстве чрезвычайных ситуаций и Кыргызгидромете напоминают, что обо всех резких погодных изменениях служба информирует граждан через мобильные операторы связи посредством СМС-сообщений. Ну что ж, надеемся, что все обойдется. Конечно, немного прохлады в резко наступившей жаре не помешало бы. Главное, чтобы дожди не спровоцировали большие наводнения, о последствиях которых мы не раз в новостях говорили прошедшей весной. Берегите себя и своих родных. На этом мы завершаем наш выпуск. Оставайтесь на вашем канале, чтобы всегда быть в курсе самых важных событий. До завтра.